Проблема перевозки хлора для промышленности в поселке Ярига. Я умышленно на совещании не пустил средства массовой информации. Помните, значит, некоторые из СМИ дальше дали информацию о том, что мы скрываем какую-то информацию администрации. Да? На самом деле это совсем ложно. Совсем ложно. Мы что преследовали в рамках проведения этого совещания? Преследовали одну простую вещь, чтобы разговор был не на камеру, а он был конструктивным, был конкретным. В чем там проблема? Значит, существует два проекта. Один проект на 75 тысяч тонн продукта, другой на 25. 25 является одним из этапов реализации 75 тысяч тонн. В рамках реализации 25 тысяч тонн нет потребности такого большого количества хлора, поэтому владельцы и компании СИТЭК приняли, наверное, экономически разумное решение сократить затраты и не возить железнодорожными вагонами и не строить хлорохранилище заглубленное, которое предусмотрено в рамках реализации того проекта. Но предложили странную схему, вот откровенно странную. По 5 улицам Яриги везти хлор. Но откровенно странная схема, поэтому отреагировали все общественные организации, которые связаны с экологией, жизнью людей. Абсолютно правильно отреагировали, и нечего там обижаться на людей. Они задавали абсолютно четкий вопрос, абсолютно касающийся их непосредственно. И рассмотрев эту схему, мы с этой схемой, опять же, под словом «мы» я понимаю, это участники совещания, не согласились с схемой транспорта по Яриге. Предложили разработать иную схему Лукойлу. Не Лукойлу, прошу извинения, СИТЭКу. Вот. При этом я уже ездил на доклад к заместителю председателя правительства по этой теме, изложил все доводы за и против, все проектные решения. Значит, на сегодня принято такое решение: рекомендовать СИТЭКу выбрать альтернативный способ перевозки хлора, альтернативный предложенный, да, который бы позволял минимизировать перевозку хлора по улицам поселка, провести соответствующие изменения в проекте, осуществить главгосэкспертизу, получить положительное заключение на эти коррективы проекта и потом выйти на население, провести общественное слушание. Ликвидация тонаров в Ухте. Что касаемо тонаров и расположения их на проспекте Ленина, там несколько вещей, которые, на мой взгляд, не украшают Ухту. Просто не украшают. Один момент – это наличие таких объектов в центре города, в геометрическом центре города. Никак не красит. Один из тонаров даже оснащен временно еще дополнительной крышей сверху. Вы это видели, да? Значит, она не слишком высокая, там сантиметров 30, скатная крыша сделана. Но между тем, это никак не украшает город. Второй момент. У некоторых тонаров даже колеса сняты. Вы можете посмотреть фотографии, можете съездить посмотреть. Да? Не будем демонстрировать, если надо будет, потом покажем. Значит, в случае необходимости эвакуации, а там же рядом торговые помещения, в случае пожаров, в случае каких-то иных чрезвычайных ситуаций, туда техника не подъедет. Банально не подъедет техника пожарная, аварийная. Когда улица Советская в поселке Ярига будет оборудована тротуарами? По Яриге на 16-17 годы заложены суммы порядка 100 миллионов рублей. В том числе на строительство тротуаров и приведение всей дорожно-осветительной структуры Яриги. Значит, там, если мне память не изменяет, общая сумма порядка 92 миллионов на эти 2 года. На 16-й цифра 27 в этом бюджете, в этом году уже предусмотрена совместным соглашением с Лукойлом. Дойдет ли в этом году конкретно по Советской, или это будет прошлый год, я не скажу, но то, что это будет сделано в 2 года, это точно. 2 года это нынешний? Это 16-17 года. Я вам говорю, что у нас на общие затраты на 16-17 год порядка 92 миллионов определено вместе с Лукойлом затрат по восстановлению дорожно-осветительной сети поселка Яриги. Из них 27 миллионов на 16 год.